Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Саха-радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. В студии у микрофона редактор Юрий Сергеев. В нашей сегодняшней передаче в рубрике «Якутия. Единение народов» принимает участие. Я представлю моих гостей. Это Стрекаловская Ирина Егоровна, заведующая отделом межнациональных отношений, автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Дом дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков». Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. И Егорова Екатерина Евгеньевна, руководитель ресурсного образовательно-методологического центра автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Дом дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации «Русская община» Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели, назову телефоны прямого эфира для наших участников. Если есть какие-то вопросы у вас в ходе нашей сегодняшней передачи, звоните. 32 2066 и 32 11 66. Тема передачи у нас сегодня действительно обширная. Мы поговорим, в частности, о деятельности Дома дружбы народов имени Кулаковского, проектах общественных организаций «Русская община» Республики Саха-Якутия, «Потомки государевых ямщиков». О пятилетии ямщицкой культуры в Республике Саха-Якутия обязательно затронем эту тему. Планируем где-то во втором блоке нашей сегодняшней телерадиопрограммы. Поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, о медиапроектах Дома дружбы народов, посвященных популяризации литературного русского и якутского языков. Темы такие очень актуальные тоже на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что, уважаемые радиослушатели, телезрители, будьте с нами в эти 40 с лишним минут. Итак, хочу задать вопрос, наверное, Екатерине Евгеньевне прежде всего. У вас прошла совсем недавно, в этом месяце, декада, очень большая декада, я бы назвал, разных народов. Языков. Да, языков. Да, пускай так будет, Все равно, раз народы, значит, разные языки. Да. Поэтому, пожалуйста, об этом мероприятии давайте начнем с этого, наверное. Я считаю, что все-таки Дом дружбы народов имени Кулаковского – это место, где она, притягательная. Центром притяжения является для всех народов, проживающих на территории нашей республики, и в том числе, в частности, и в городе Якутске, конечно, все межнациональные эти наши объединения, они все-таки здесь сосредотачиваются. Совершенно верно. Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского ведет работу в сфере реализации государственной национальной политики, является подведомственным учреждением Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Основные цели работы — это единство российской нации, объединение народов, этнокультурное и духовное развитие народов, сохранение родных языков, национальных культур, танцев, традиций, национальной кухни, обрядов, обычаев. Все это наша непосредственная работа и удовольствие в первую очередь, потому что всегда знакомство с национальной культурой — это как открываешь какую-то очень интересную книгу с картинками. И когда они еще там как-то шевелятся, и это все интересно. Поэтому в нашем Доме дружбы двери всегда открыты для добрых, открытых, честных людей, желающих познакомиться с национальными культурами. У нас есть тематические пространства, которые постоянно работают в таком северном оформлении, где можно познакомиться с культурой северных народов. В якутском оформлении можно увидеть якутский балаган, атрибутику якутскую. Есть светлица славянских традиций, где построена русская изба, представлена выставка, которая отражает национальную культуру русских в Якутии, с разных лет. Русские ведь есть и переселенцы, есть и ссыльные и так далее на протяжении многих веков. Есть те, которые приезжали работать и строили города в Якутске. И Якутии, прошу прощения. И на сегодняшний день по
Итогом деятельности Дом дружбы народов реализует более 600 мероприятий в год в общей сложности. Да? Именно по направлению реализации государственной национальной политики это более 500 мероприятий. И охват участников, зрителей больше 300 тысяч человек, чему мы очень рады. Это, конечно же, не только город Якутск, это Республика Саха-Якутия в том числе, потому что ко многим нашим конкурсам, фестивалям, площадкам присоединяются и районы, или мы выезжаем в районы, и самодеятельность обязывает нас вести такую методическую работу с представителями в районах. Поэтому вот такой вот широкий охват, интерес и удовольствие, наверное, да, у нас каждый, наверное, наш сотрудник с большим удовольствием приходит на работу, делает, так сказать, свое дело от чистого сердца. И вот Ирина Егоровна работает как раз в отделе межнациональных отношений, практически каждый день взаимодействует со всеми национально-культурными объединениями, представляющими свои культуры. Они, в свою очередь, приходят к нам на площадки, когда у них национальные праздники. По-моему, в нашем учреждении больше всех праздников, потому что это... Я скажу, да. Да, пожалуйста, Ирина Егоровна. Всего в нашей республике проживает 135 разных народов. И представляете, в каком многообразии культур мы живем. И при Доме дружбы народов действует 36 национально-культурных объединений, которые со своими языками, традициями, обычаями. И вот я всегда говорю, что у нас очень много, как начинается Новый год, у нас Рождество Христово, потом бурятский праздник Сагалган, встреча Нового года, потом наш Шага Тувинская, потом начинается мусульманский Навруз, Наарус, Наурыз, потом мы отмечаем Сабантуй, татарский, и подходим к Исеху, да, то есть как будто бы череда праздников. Даже могу сказать, что мой внук, когда маленький был, он мне сказал: мама, бабушка, у тебя трудная работа, но веселая жизнь. Вот так мы живем, да. И этот про языки. Про языки хочу сказать, что действительно каждая уникальная национальная культура, конечно, начинается с языка. Когда есть родной язык, и люди его помнят, то, конечно же, они относят себя к той или иной национальности и сопричастны с теми предками своего народа. И вот именно в направлении языков тоже ведется деятельность Дома дружбы, и проводится декада родных языков традиционно с 13 февраля по 21 февраля. 13 февраля, как известно, День родного языка и письменности в Республике Саха-Якутия, а 21 февраля Международный день языков народов мира. И декада русского языка у нас проводится с 24 мая по 6 июня. И, конечно, множество других языков, мероприятий, посвященных вот родным языкам, также мы проводим. В декаде родных языков недавно вот у нас реализовано более 20 мероприятий, это за неделю, да? У нас написали диктанты на родных языках, представители национально-культурных объединений. Мы написали всероссийскую акцию «Этнодиктант» на русском языке. Диктант был в теме патриотического такой направленности, да, красивый текст. «Утро мира» назывался, да, и национально-культурное объединение, специалисты Дома дружбы, даже работники Министерства по внешним связям, все присоединились к этой акции. И написали очень хорошо. Было написано 70 диктантов, из них 36 человек написали на отлично. Это очень хороший результат, что мы так обрадовались, что наши народы так, оказывается, грамотно пишут. Да, это очень порадовало. И еще провели круглый стол, посвященный русскому языку. Там приняли участие учителя, метод объединения учителей русского языка. Тоже поделились своими проектами и в последующем тоже присоединились к этнодиктанту. Более, по-моему, сколько человек получилось? Ой, много. Всего 400 с лишним человек получилось, все вместе. Вот написали вот этот диктант. Вот, очень здорово. Мы прям рады, что все присоединились. Но мне кажется, ведь скажем, различные, да, национально-культурные объединения, ведь там не только взрослые, но и дети участвуют. Да, вот дети это же тоже символично, мне кажется. Вот на диктанты тоже приходили дети, но кто не писал, те сидели, но все равно вот все вместе приходили и писали диктант. Вот я всегда смотрю на лица людей, которые пишут на своем
родном языке, у них такие сразу другие лица становятся. Они, наверное, вспоминают свою родину, своих родителей, своих бабушек, наверное, да, и прямо у них совершенно другие лица, когда они пишут диктант на родном языке. Тут же у нас же они не очень-то, многие, наверное, на своем языке мало разговаривают, ну, даже, скажем, буряты, да, они, ну, вместе с нами они на русском, может, некоторые даже на якутском начали говорить, но вот когда они вот на своем языке, это совсем другое. Вот настолько язык — это, в общем, достояние народа, это душа народа, мы говорим об этом. И недавно вот, кстати, было мероприятие «Сагалган», и там было такое детское представление, ребята детского сада сказку на бурятском языке показали. Тоже было так очень умилительно. Да. А мероприятие, которое было 21 февраля, посвященное вот Международному дню родных языков, в нем приняло участие у нас около 100 человек разных национальностей, в том числе иностранные студенты, и у нас на площадке звучало 12 разных языков. 12 разных языков. Да, там были и представители из Египта, и Китай, и Таджикистан, Узбекистан, Бурятия даже, да, северные, якутские, русские, ну, прям. И такая, даже когда люди уже читают стихотворение, что оно как музыка, прям звучит как песня, прям очень классно. И всем остальным интересно, что вот вышел человек и говорит на своем родном языке. Вот это, ну, это очень здорово. Мне кажется, вот эта традиция у нас, вот проведение декады родных языков уже несколько лет идет, и мы вот все вот очень дружно туда внедряются, все национально-культурные объединения. Их как-то вот дух поднимается сразу, родной язык. Не теряет своей актуальности эта декада, а наоборот способствует именно познанию своих национальных культур и в том числе приобщению детей и молодежи к знанию родного языка, где бы они ни находились. Да, действительно, вот эта декада, вот, я считаю, что она очень, я бы сказал, необходимое и нужное, да, направление деятельности все-таки. Но вот в такие, скажем, мероприятия их надо, наверное, как-то еще совершенствовать, наверное. Вот что-то. Конечно. Там... Есть что-то у вас в проекте, может, в плане какие-то? Конечно, есть. Вот, допустим, мероприятия, которые направлены на языки коренных малочисленных народов Севера, вот, они чаще всего проводятся вот в виде семинаров, каких-то круглых столов, уроков, да, и именно работа с преподавателями по родным языкам организуется, и она направлена на повышение уровня работы, да, преподавателей, на постановку тоже какой-то, ну, проблемных вопросов, которые необходимо сейчас решить, как усовершенствовать. И в этом году было представлено даже несколько медиапроектов по именно языкам КМНС. Ну и еще у нас в Доме дружбы народов начала работать арт-студия звукозаписи «Дружба. Родной язык», где мы записываем уникальных носителей родных языков, это языковое наследие, сказки, пословицы, поговорки, шутки, прибаутки, песни и много-много чего другого языкового наследия. Вот по разным рубрикам вот такие записи осуществляем. Поэтому нам это бесплатно, и если желающие вот носители национальных культур, каких-то уникальных знаний, которые знают, могут эпос прочитать или еще что-то, былины, мы готовы это записать. В последующем это транслируется в подкастах, и можно спокойно написать, сказать: Алиса, включи подкаст «Мелодии родного языка» и слушать песни. Включи ямщикскую песню. Да, включи ямщикскую песню. Ну вот она включает, и поэтому добро пожаловать и зрителям, телезрителям. И мы будем очень рады, если вот на радиоэфире прозвучат в том числе вот эти записи и будут так или иначе тоже содействовать и вашей работе. Это прям будет даже здорово. То есть применение новых технологий, скажем, да, все-таки в любом случае. Конечно, конечно. Куда мы без новых технологий-то? Конечно, вот, ну вот вы, по-моему, рассказали о медиапроектах, да, Дома дружбы народов, вот, посвященных вот популяризации, да, литературного языка, русского и в том числе якутского языков. Ну, я, да, упомянула один из проектов. Да. Еще назовите несколько. Есть еще один проект, он называется «Родные языки Якутии». Если написать
от хэштег в одно слово, то можно увидеть в сообществе ВКонтакте различные видеоролики. То есть это проект направлен именно на создание видеороликов вертикального формата для сообщества ВКонтакте, ВК-видео, ВК-клипы, где молодежь, дети, взрослые в разных форматах так или иначе популяризируют литературный русский и якутский язык, либо читают произведения, либо рассказывают об этом произведении или об авторах своих, либо, может быть, какой-то игровой формат. Например, недавно был ролик, когда прошлись по торговому центру, и просто люди в торговом центре угадывали, что это за произведение, кто это написал и так далее. Дети в школе, например, угадывали скороговорки, где русское, где якутское. Ну, то есть авторы вот этих роликов, у них настолько свобода действий, и вот в подходе к созданию, да, этих клипов. Поэтому мы только дивимся каждый раз и радуемся, как красиво звучит литературный язык. Вот иногда вот приезжают к нам, скажем, из других вот регионов, да, из, ну, скажем, того же ближнего зарубежья, может, из других регионов Российской Федерации, говорят, вот как мне найти ту или иную общину, да, например, вот как человек, вот куда мне обратиться, например, да, вот что можете посоветовать вот таким, кто вновь у нас оказался, скажем, на территории нашего города и вот тоже хочет приобщиться, наверное, да, вот той же самой культуре. Да, ищут. Своих, да. Национально-культурные объединения обычно ищут. Они звонят в Дом дружбы народов. Да. Обычно этот звонок доходит до нас. До отдела межнациональных отношений. Они спрашивают телефон председателя общины. Да. Если, спрашивают, есть ли вот такая община, кто председатель. Мы хотим вот общину найти. Там вопросы, конечно, бывают разные. Да. Но это даже вот из больницы нашей республиканской много раз звонят, потому что лежат вот кто-то другой национальности, и к нему никто не приходит, никто не интересуется, вот так бывают человек такие вопросы. Человек нуждается в поддержке или в чем-то. Так вот, находят в Доме дружбы народов. Потом ваше содружество есть. Да, я хочу сказать, дополнить о работе с иностранными гражданами. Это еще одна деятельность Дома дружбы народов и Министерства по внешним связям. В этом направлении создано мобильное приложение «Содружество». Это веб-приложение, в котором освещена информация и об общинах, о том, какие документы, когда, в какой срок нужно сдать для миграционного учета. Вот такая информация. Она изначально предполагалась как бы для граждан, которые приезжают на осуществление трудовой деятельности, но за последние несколько лет уже приезжают и семьи, и дети. Встают вопросы образования, культуры, социализации. И поэтому и мы, в свою очередь, тоже изыскиваем различные подходы. Поэтому мы взаимодействуем со школами, с городской администрацией, да, стараемся тоже эти все охватить, вот эту проблему, и открыть двери этим людям, которые, конечно же, хотят и познакомиться с культурой Республики Саха-Якутия, России, и адаптироваться здесь, да, все-таки они же, если приезжают семьями, значит, хотят здесь жить в хороших условиях, а в Якутии сейчас потрясающие условия и для работы, и для жизни, все вообще возможностей просто полно. Вот вы говорите, всегда открыты двери, да, вот Дома дружбы народов, конечно, могут обращаться различные общественные организации, тоже за поддержкой, может быть, да, может что-то за какой-то информацией, скажем так, да, и так далее. Вот как вот вы на это смотрите тоже? Да, мы всегда открыты всем, кто приходит с вопросами, мы всегда стараемся помочь. Поможем. Стараемся помочь, помогаем, находим нужные контакты, отвечаем, потому что за счет того, что у нас взаимодействие с общественными организациями, есть и взрослые председатели, есть молодежное крыло, поэтому в зависимости от этих самых вопросов всегда находятся люди, с кем мы можем некоторые говорят, вот как найти мне ассамблею народов Республики Саха-Якутия, куда обратиться, ассамблея народов — это все мы. Как-то вот думают, что ассамблея народов это какая-то совсем... Это все мы являемся ассамблеей народов. Просто есть председатель, председатель ассамблеи народов сейчас у нас. Есть председатель, а есть ассамблея, это все мы в куче, мы все ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Сообщество полное такое, сообщество, получается. Вот каждая общественная организация под крылом, так сказать, ассамблеи. А мы, в свою очередь, под крылом Всероссийской ассамблеи.
Ага. Ну вот, кстати говоря, вот приближается дата 80-летия Великой Победы, да? Конечно, это дата историческая, знаменательная для нас, для россиян, конечно. Вот во втором блоке нашей сегодняшней телерадиопрограммы мы продолжим, об этом тоже будем говорить, на эту тему сегодня. Ну, у нас остается совсем немного времени до ухода на рекламу, несколько секунд, поэтому, уважаемые телезрители, радиослушатели, я напомню, что это передача «Якутск сегодня», и сегодня вот здесь, в нашей студии, мы говорим вот о нашей национально-культурных объединениях, о деятельности Дома дружбы народов Республики Саха-Якутия имени Кулаковского, да. Им есть что сегодня сказать, поделиться с вами, уважаемые телезрители и радиослушатели. Оставайтесь с нами, через несколько минут мы вновь будем в студии, вернемся на прямой эфир. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы вновь в прямом эфире. Продолжаем наш прямой эфир передачи «Якутск сегодня». Напомню, у нас сегодня в студии Стрекаловская Ирина Егоровна, заведующая отделом межнациональных отношений автономного учреждения Республики Саха-Якутия Дом дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков» и Егорова Екатерина Евгеньевна, руководитель ресурсного образовательно-методологического центра автономного учреждения Республики Саха-Якутия Дом дружбы народов имени Кулаковского, председатель общественной организации «Русская община» Республики Саха-Якутия. Ну, сейчас настало время поговорить о итогах первого года проведения пятилетия ямщицкой культуры в Республике Саха-Якутия. Конечно, это мы помним указ главы республики Айцена Сергеевича Николаева. Вот поэтому, Ирина Егоровна, вам сейчас, как говорится, слово, пожалуйста. Мы считаем, что это был исторический указ объявления пятилетия ямщицкой культуры в 4 улусах нашей республики. Ленском, Алекминском, Хангаласском и Вусьмайском районах. Это было, в общем, наши, я думаю, победы. Это был итог нашей деятельности в течение 20 лет вот, общественной организации «Потомки государевых ямщиков» по возрождению исторического, духовного и культурного наследия государевых ямщиков, которые вот были сосланы в Якутию в середине XVIII века и почти 200 лет возили почту по Иркутско-Якутскому почтовому тракту и по Аяно-Майскому Охотскому почтовым трактам. Мы, конечно, этот указ приняли с большим воодушевлением, потому что естественно, вот пришло время, чтобы не забыть наших предков. И благодаря Анатолию Анатольевичу Добрянцеву, нашему первому председателю нашей общественной организации, мы воспрянули духом в том отношении, что у нас пришло самосознание, что мы не просто мы сахаляры, не просто мы бахные, да, а мы потомки государевых ямщиков, которые жили вот в Якутии. Уже во 2-3 поколении они начали говорить на якутском языке, но мы все равно сохраняем свою родную русскую культуру. Вот в начале 20 века наши бабушки говорили на якутском языке. Они начисто забыли русский язык. Говорят, даже частушки мы пели на якутском языке, рассказывали страшные истории на якутском языке, говорят. Но благодаря вот песням, которые сохранились от века в век, вот от прабабушек, нашим бабушкам, потом к нам, они сохранили свой русский язык. Ну, немножко нам их жалко, потому что они нормально не наговорили ни на якутском, ни на русском языке. Но родным считали якутский язык,
но писали себя вот я русский, русская, вот так писали, да. Но очень такой интересный субэтнос, которым сейчас начали интересоваться не только у нас в Якутии, но и в России. Уже вот думают, кто они такие, вот потомки государевых ямщиков, почему они поют старинные песни, как они там живут. И вот летом 2024 года к нам приедет экспедиция с Дома народов России, которые вот хотят вот нас изучить, посмотреть. И у нас очень большая задача, цель, чтобы стать вот наряду вот с другими культурами, стать вот уникальным наследием, уникальной культурой всей России. Так, Ирина Егоровна, у нас телефонный звонок. Давайте наушники, пожалуйста. Ага. Верину тоже, пожалуйста, да? Алло, мы вас слушаем, уважаемый телезритель и радиослушатель. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Я бы хотела задать вопрос Ирине Егоровне. По итогам 5-летия ямщицкой культуры выйдут ли какие-либо материалы? Ой, ну это мы, естественно, планируем и спасибо. хотим, в общем, материалы какие-то выпустить. Сейчас по всем ямщицким станциям идет большая краеведческая работа. Ведется работа по составлению родословных ямщицких семей. И мы думаем, вот к окончанию вот в 28-29 годам мы все-таки выпустим альбомы по родословным ямщицких семей. Так. Это очень интересно. И, естественно, вот по каким-то, по мероприятиям, которые проведены в это 5-летие, обязательно будет печатное издание. Мы это обещаем. Хорошо, конечно, все-таки вот 5-летие ямщицкой культуры вот в этих же в районах, да, в Усьмайском объявлен, да, Ленском, Алекминском, Хангаласском районах нашей республики, действительно, там тоже уже проводятся мероприятия. Да, там у них свои планы, планы есть, да. Да. Ну, вот у нас самое... Конечно, вот Андрей Савич Борисов наш, да, он всегда говорит, что Хангаласский район является айкуменой ямщицкой культуры. Вот именно центр ямщицкой культуры всей нашей республики находится в Хангаласском районе. Это потому, что там сохранились вот эти ямщицкие деревни, в котором сохранилась культура ямщиков. Вот поэтому вот вчера я считала, вот в Хангаласском районе 10 фольклорных коллективов, которые пропагандируют вот эту ямщицкую культуру. Вот от этого все начинается. Почти по всем деревням уже начали открывать музеи. Очень большой музей находится в селе Идяй, где Галина Степановна Макарова открыла вот музей «Истоки», вообще уникальный музей ямщицкой культуры. И вот такие маленькие музеи находятся и в Титарах, и в Синске, есть и в Журе, и в Исите, но все равно вот сейчас, начиная с уголков, кончая вот этими музеями, везде начинают открывать. И то, что вот везде по всем станциям есть верстовые столбы, наши вот эти возрожденные храмы, часовни, вот это говорит о том, что это утварь, все это утварь собирает вот в музеях, в Виланке очень хороший музей, ямщицкое подворье, да. Ну вот это вот мы стараемся, чтобы все это вот еще глубже, еще лучше вот это все развивалось вот за эти годы. Так, у нас телефонный звонок, еще один вопрос, пожалуйста. Слушаем вас, уважаемый телезритель, радиослушатель. Да. Добрый вечер. Добрый. Я вот это самое, такое, вы все, наверное, знаете, да, песню «Степь да степь кругом», да? Так. Или по-другому называется песня ямщика. И вот эту песню я перевела на якутский язык, и когда познакомилась с историей песни, оказывается, в начальном варианте песня была названа «Снег да снег кругом». И написал автор из Красноярска Иван Шуриков. Так. И поэтому, когда я переводила на якутский язык, я так и перевела. Харда Харди. И вот я вот, недавно мне... очень интересно. Вы назовите, пожалуйста, ваше имя. Меня зовут Светлана Кентьевна.
Светлана Светлана. Иннокентьевна. Мгм. Эту песню я могу предоставить, конечно. Ну, она уже в сборнике. У меня сборник. У вас сборник. Ага. Хорошо. Быстро можете сказать телефон, мы запишем. Мы с вами свяжемся. 8. У меня вот домашний телефон Ага, давайте. 22 31 19. 22 31 19. Мы с вами обязательно свяжемся, хорошо? Всё, спасибо. Ага, очень интересная информация. Мгм. Ну и вот благодаря вот этим песням, которые Спасибо. сохранили наши предки, сохранили свой родной русский язык, и наша задача вот эти песни записать именно вот в таком хорошем формате, да, в студии, чтобы пришли носители, вот это все исполнили, вот эта задача предстоит еще вот на это 5-летие, чтобы вот эти песни не забылись. Но не сохранились песни-то? Они сохранились, песни сохранились, есть, но мы их надо вот сохранить для истории, чтобы через 200 лет послушали эти Чтоб песни послушали, люди. да. И Конечно. самое главное, все-таки одно из направлений, наверное, вот я тоже так с вами согласен, вы об этом как-то говорили, это привлечение молодежи, да? Да, привлечение молодежи. Ну, Вот как мы вот щас привлекаем вот, молодежь, да? откликается вот на это? Да, ну, мы нашли вот такой проект хороший, что интересует нашу молодежь. Это этноквесты. Мы в 22-м, 23-м и 24-м годах провели этноквесты по ямщицким станциям. Первый этноквест у нас проходил Якутск, Табага, Тихтюр, Улахан и Покровск. Туда присоединяются команды школ, Так. вот с Якутска, Табаги, Улахана, Тихтюра и Покровска, и они едут по всем станциям, они смотрят, какие ямщицкие места есть, где что сохранилось, что это изучают. Пишут этнографический диктант по истории ямщиков. И главное, вот это первое, вот это в 22-м году прошло, и они, когда мы дальше поедем. Вот эти ребята, вот это. И вот они в 23-м году мы провели вот с той стороны, и Сети, Крестяк, Катылжура, Оймура, Наддабан-Синск. И в 24-м году мы провели этноквест по маршруту Бестях, Булгунехтах, Тоянары, Иланка и Титары. И дети табагинские, улаханские с нами тоже поехали, покровские, там присоединились другие школы. И вот настолько это им интересно, потому что они воочию видят. Вот действительно здесь, оказывается, была почтовая станция, какие там жили фамилии, как они работали, что у них тут стояло. Вообще в Иланке было очень интересно, потому что поехал сам наш Соколов Анатолий Дмитриевич. Он вообще там с ними ходил, все показывал, рассказывал, где похоронен его отец, где стояла вот изба ямщицкая, где он родился, где его пупок упал. Ну, в общем, вот такое. Это было, да, ребятам это очень интересно. Именно их надо возить, показывать, вот это, что было воочию. Хорошо. У нас еще один телефонный звонок. Давайте-ка наушники оденем. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это из Харанского наследия Мигинка Галасского Харитонов звонит. Слушаю Я вас. очень слушаю вот радио как раз. Я прочитал это произведение Гончарова Ивана Александровича «Фрегат Паллада». Ага. Так. Там он это кругосветное путешествие произвел и причалился с Петербурга через Африку и так далее, вот на Яне, да? Императорский причалом был Аян. Аян. Из этого Аяна он через Ямщиков приехал в Якутск, через Учмаю, Да. Амгу и так далее. И он там, вы правильно заметили, он очень удивился, что все русские разговаривали между собой На якутском языке, да. Он очень удивился и спросил, почему вы разговариваете на якутском? Ну, так у нас принято тут говорить. Это говорили они. Я очень удивился, конечно. Но они очень дружно, наш народ, якутский и русский народ, очень дружно жили, значит. Конечно. Да, очень дружно вместе. И вот он там отмечал, что якутский народ в то время сеял вот это пшеницу и так далее, да, Да-да. и
да, они давали переселенцам, если мужчина 2 пуда в месяц. Норма была. Женщинам бесплатно. Ух ты. А так, это все это хлеб, да, покупал это администрация. 1 пуд по 2,5. Так что мы давным-давно вместе жили, дружно жили. До сих пор До живем. сих пор живем. И я хочу, чтобы дальше так жить. Да, конечно. Так, ну что ж, спасибо вам за... А так, по истории, в Якутии были сосланы 33 семьи с разных губерний нашей России: Ярославской, Костромской, Вятской, Орловской, Ивановской, Московской и других областей. И главное, в то время, это середина XVIII века, они освобождались от крепостного права. И приезжали сюда работать, скажем, да, их сослали работать, но они не имели права в течение 25 лет никуда переезжать. Вот такое, тоже крепостное право оказались, да, но у них свободы все равно не было. Так, Ирина Егоровна, Евгеньевна, вот давайте, у нас осталось совсем немного времени до конца эфира. Мы продолжим, конечно, эту тему, да, тема очень такая обширная в наших последующих телерадиопрограммах, да, поэтому я думаю, что еще об этом поговорим. Вот к 80-летию Победы, Дом дружбы народов, пожалуйста, Екатерина Евгеньевна, несколько слов тоже, какие-то мероприятия, может быть, такие особые. Конечно, мы очень рады, что объявлен Год защитника, Родины, Год защитника Отечества, патриотическая направленность нашего учреждения всегда есть, была и будет. И 21 февраля мы стартанули 5 мероприятиями этот год, да, еще ранее мы совместно с НКО провели мероприятие, посвященное Году защитника, и далее в планах есть и образовательные, и просветительские, и культурные, и форумы, и концерты, и площадки. Все ради победы, ради поддержки наших бойцов специальной военной операции, есть и гуманитарные миссии. Поэтому все это вместе к победе мы стремимся. И 80-летие победы Великой Отечественной войны сейчас нас и вдохновляет, и направляет, и пример наших предков быть сильными, знать, что Россия — страна победителей, а победители навсегда, когда мы стремимся к миру, к согласию, к единству, умению договариваться и сохранять, самое главное, свою идентичность и быть людьми в первую очередь, духовно и самое и главное, что мы вместе, все народы, ковали победу вместе со своей дружбой, да, и мы на последнем мероприятии наше национальное культурное объединение представили фотографии своих героев Советского Союза. И узбеки, и кыргызы, и казахи, и армяне, и азербайджанцы. У всех, даже у финнов, были герои Советского Союза. Мы там представили всех 24 героев нашей республики и вместе с ними поставили фотографии героев Советского Союза, народов, которые здесь проживают. То есть победа у нас была одна на всех. Так, осталась 1 минута. Думаю, что-то добавите, наверное, да? Каждый по полминуты. Желаем, наверное, пожелания, с предстоящим 8 марта. Женщин поздравляем, хранительниц очага. Давайте накануне 8 марта. Благодарим вас за приглашение, желаем процветания вашей передачи, успехов, стремления к лучшему, к добру, к согласию. Ну и 9 мая у нас будет большая акция «В гости к ветерану». Я думаю, что все присоединятся к этой акции, потому что нам нужно именно 80 лет Победы. Каждому ветерану нам нужно внимание, нужно подарок, нужно к ним сходить с концертными номерами, с какими-то подарками, приветствиями, чтобы оказать им честь. Хорошо. Ну что, уважаемые радиослушатели, телезрители, на этом наша передача сегодняшняя завершается. Всего доброго, до свидания.